Ну что, друзья, всем привет! Хотел бы сразу начать, ребят, с поздравлений. Всех с наступившим Новым годом, с наступающим Рождеством. Желаю, ребят, крепкого здоровья, благополучия, любви, семейного благополучия в первую же очередь. Вот этого семейного очага, ребят. Ну, для кого жить нужно, в общем. Ну и бабок, понятное дело, лавандос. Ну и мирного неба над головой. Вот такие пожелания, ребята. Деревня, вечер. Я на сборах. Впереди, ребят, незапланированная рыбалка. Вот. Сегодня утром просто пришла смс-ка. И, короче, и вот сегодня вечером, ребята, уже все решилось. И завтра утром, ребята, ранним мы уже выезжаем. Такие дела. Я считаю, вот такие неспланированные рыбалки, они вот самые крутые, самые такие, знаете, потому что ты, когда за месяц начинаешь собираться, ты немножко прогораешь. Ты уже планируешь, уже и вот тебе утапно, уже как-то уже не то. А здесь прям хопа и полетели. 3 число, ребята, деревня. Все празднуют Новый год. Ну, мы тоже по-семейному посидели. Ну и хорош. Пора, ребят, выдвигаться, как говорится. Вот. Еду, ребята, к Братульцу, еду в Тверь. На то озеро, в котором уже не первый раз я там был. В общем, декабрь месяц решили попробовать порыбачить. В первую же очередь, опять же, встретиться, так как, еще раз повторяюсь, спонтанно. Вот. Появился у нас человечек, так неожиданно, в общем, в нашу банду так залетает. Зовут его Олег, завтра я с ним познакомлю. Живет он в Кирове. По конкурсу он выиграл 2 приза, ребята, и в целом списались, что-то разговорились, тоже рыбачок. Вот. Очень бешеное желание имеет встретиться, и вот почему бы нет. Да, ребята, вот как-то ну так. Почему спонтанно? Потому что едем очень далеко с моей стороны. Вот, ну, Олег делает крюка. С Кирова он забирает меня. Едем мы в Москву, едем до Паши, до Братульца. Там встречаемся и на 2 машинах едем в Тверь. А в Твери уже Серега, большой брат, будет поджидать. Ну, плюс-минус как-то так. Не знаю вообще, что получится, ребят, потому что Серега вообще будет жить в домике, а мы будем жить в палатках. И сегодня, ребята, я как непосредственно приехал в деревню именно подготовить все, потому что беру свою палатку и будем жить мы в ней с Олегом. Короче, как-то ну так, ребята. До этого никуда не выезжал. Планово было ехать на север к Руслану Шемякину с Андрюхой Маслаковым. Но, к сожалению, очень мощные морозы впереди, и мы побоялись. Не знаю, правильно это или неправильно, но я считаю, что это нормальное решение. Очень сильные морозы. Опасненько, потому что трасса не оживленная вообще, как бы плюс-минус зимник. Мало ли что по дороге случится. Короче, такие дела. И вот я уже планировал выезжать у себя какую-то поездку. Ну и вот тут с утра Паша: Андрюх, давай встретимся, давай, Новый год. Ну, короче, ребят, такие дела. Так, немножко подготовлю вещи. Понятно, основное дома. С утра жду Олега, ребята. Где-то в плюс-минус 6 утра он приезжает. Грузимся у меня шмурдяком и стартуем в Москву. Такие дела, ребят. Так что, я думаю, будет интересно. Поживем в палатках, поживем на озере, половим судака и половим леща, ребята. Взял прикормку. Был уже опыт. Мы там рыбачили, правда, по весне. Ну, лещ там есть. Его можно рыбачить на зимнюю удочку, на тоненькую леску, на мормышке. Почему бы и нет. Вот, что-то как-то разнообразить. Судачок, лещ. Вот, щучки половили, щучки покушали, подвигаемся. Ну и опять же, ребят, путешествие, очередное путешествие. Я считаю, это очень здорово. Это вот не только рыбалка, ребят, это и дорога, и встреча, и какие-то, может, нюансы, какие-то передряги. И все это решаешь, и это от этого намного круче и веселее рыбалка получается. Давайте, ребят, мини-сериальчик, как обычно, от Андрюни. Палец вверх, ребят, от вас не убудет. Ну и погнали.
я тебе помогу. Что, никак? Все, где-то? Не толкается больше? Да. О. Железно? Налево. Да. На леща, походу, этот. Что-то там на Олег будет привлекаешь. А? Палатку. Что надо? На леща, на леща. Паша сказал, в Твери там у Толи можно будет палатку чуть-чуть взять. Просто пихну я. Так, погоди. Там маленькая этот карман, сумка и бушлат, и все. Ну, это сейчас сюда В закинешься. коридоре, да. Так, ребят, ну что, доброе утро. Олег Батькович приехал. Все, мы загрузились. Но у нас минус палатка, ребят, под леща. Ну, короче, много вещей оставили. Но я думаю, там ребята что-то выделят, что-то найдем. Вот такие жертвы. Олег уже проехал 400 километров, ребята. Только не в ту сторону, куда надо, а просто за мной, грубо говоря. Да, рыбаки, они такие рыбанутые, ребят, немножко. Ну ничего. Вот. Все, деревня, ребят, старт до Москвы. Как помнится, Паша мне говорил, с моей, говорит, калитки до твоей калитки 1250 или 1220. В общем, 1200. Нам надо сегодня проехать сначала до Паши, потом уже еще до Твери. Там, ну, короче, сутки мы с Олегом подсчитали. С этой точки сутки, ребята, мы будем в вот этой машине. Вот столько вещей, я не знаю, там полная просто битком. Опять же, все по минимуму старались, но никак не получается. Что-то все надо. Ну, видите, опять же, на льду будем жить. Ну все, новогодние приключения, ребята. Сезон 2026 начинаем с этой поездки. Так что, как говорится, попылили. Попылили? Попылили. Немного снега, всю ночь такой, трасса будет такая мутная. Ну, я имею в виду, пылить будет. Вот, как раз, да, попылили. Вот именно попылили, потому что вот эта пыль будет за фурами. Ну, ничего. Да, ребят, спонтанная рыбалка. Но я думаю, будет все круто. Все, поехали. Так, Сыктывкар направо, а нам налево. Сзади есть табличка Киров 375. Давай, нет. А вот так вот скользко, как у нас, блин. Ладно, аккуратненько. Поехали.
Ну что, братцы, время у нас 10 часов, 1562 километра. Мы в Москве. Мы добрались. Ну как добрались? До Братульца добрались. Где-то рядышком, где-то уже здесь. Ага, стоит лайбочка, стоит. Вот сейчас тут надо, Олег, где-то надо прокануться. Вон он, Паша тачка. Готова уже, готова. А вон и Братулец. Где? Да вон где-то ползет. Ну да. Красавчик. Че ты, мужик, здорово? Как тебе сам, брат? Ты че так далеко живешь-то, брат? А? Брат, на самом деле я живу еще дальше Ну это понятно. от тебя. Я имею в виду, что так далеко забрался, поближе не мог забраться. О-о-о. Ну, в принципе, райончик мне уже знакомый. Как-то оно так. Еще дальше. Снега где-то у нас тут много. Это еще у вас немного, брат. Да там было еще 500-очку. Слушай, ну не знаю, брат. Олег уже так на взводе. Так, ребят, ну небольшой перекус. Братулец подкормил немножко жареной картошечки. Бомба. Бомба. И знаете, сразу такой упадок сил, просто бум, не знаю, Олег себя ощущает, я просто сразу такой расплавился. Ну, дорогу забирает все-таки. Что, начинаем Москва, ребят, 11 часов. Топим дальше, в сторону Твери. У нас еще есть будет одно место, мы хотим его проверить на всякий случай. Потому что сомневаемся, есть информация, что очень много народу. Ну, понятно, что праздники, как бы. Людей очень много, палаток много. Вот. И вот мы думаем в тишину заехать, не на большое озеро или на большое, какой-то движухой, там Серега ждет. Ну, он уже рыбачит, как бы и с техникой поможет закинуться. Ну, не знаю, в общем, такие дела, ребят. Что, дорогу снимать уже не будут. Одно и то же. Сейчас вылетаем на МКАД и очень-очень долго поедем по МКАДу. Ну и потом уходим и в другую сторону, так скажем. Все, ну, километраж мотаем. Будет интересно мне самому посмотреть, сколько получится. Ну, до точки, получается, от Олега до точки рыбалки. На спидометре уже 1569 километров. Все, погнали. Ничего, что вы не это. Ну, классно, водичка. Да. Он задохнулся. Да, там в ноги поставишь-то. Да.
Ну что, друзья, не прошло и больше суток, как мы добрались. Ровно в 5 часов утра мы вчера выехали. Время, ребята, 6:55. Мы на месте. Все, мы на базе. Тверская область. Я здесь был не один раз, ребята. Ролики, кто смотрел на канале, есть. С братульцом мы здесь проживали, снимали домики, отмечали день рождения и так далее. Ну и в общем, планово мы заезжали, ребята, на пару мест. Ну, в Оконцове все-таки решили приехать сюда. Еще темно, понятное дело. Вот, подъехали. У нас здесь большой брат Серега уже живет второй день. Вот, он нам поможет с заездом на лед. Будем жить в палатках, пробовать рыбачить судака и леща. Щучку половили, охота вот что-то разнообразить. Вот. Так что, наверное, в машине мы часик, ребятки, морнем, потому что устали. Я не знаю, как Олег вывез коляску, как он все это проехал. На спидометре 2000 километров почти пройдено. Такие дела прошли. Ну, Кировская область. Короче, 5-6 областей, ребята. А так, что, база, Новый год. Все сверкает, все блестит, домики все заняты. Но мы решили пожить в палатках для разнообразия. Вот, народу много. По дороге заехали, взяли живца уже. У местных, у Пашки здесь есть свои знакомые, короче, которые добыли живца. В общем, такие дела. Надо немножко отойти с дороги. В общем, рассветет и начнем, ребята. Эх, ну дорожка. Вот это мы прокатились. Погнали. Так, ребят, ну что, у нас расцветает потихоньку. Кстати, на севере у нас довольно раньше расцветает, но позже темнеет. Здесь наоборот. Ну, Серега у нас на базе. Зашел, переоделся, живет на базе. Вот. Тафалар стоит, на котором будем заезжать. Тафалар миник, точнее не миник, стандарт. У Сереги здесь по уму все сделано, кофр стоит, двигатель 20-ка, все как нужно, стартер. Вот. Переоделись, будем потихоньку разгребать вещи. Он тут не успевает остывать. Вас, говорит, тоже, Серега, завезти должен, да?
ребят, ну что, заезжаем, первая фоточка у нас. Потихоньку, помаленьку. Сейчас заедем. Серега дал в пользование технику, говорит, Андрюх, сам заезжай, и что. Такие дела. Так, ребят, ну что, локацию, наверное, многие узнали. Мы думали, куда заброситься, и, в общем, забросились на старое место. Все почему-то как-то разбросились по льду. Ну, понятно, здесь много лещатников. Вот, леща мы тоже будем ловить. Вчера заезжали ночью, сегодня ночью купили мотыля, килограмм кормового, 200 грамм насадочного. Я с дома брал прикормку. В общем, покормим, попробуем половить. Лещ здесь есть, и на удочку прикольно будет на самом деле. Так как вроде как хищник бастует, что-то штучно. Там один поймали, тут одного поймали. Но не факт, ребята. Поймаем одного-двух судаков, будет нормально. Озеро не маленькое. И прям люди разбежались. Я не знаю, ну как-то нет такого прям масштаба, чтоб там, как городок. В общем,
И там смотрю палатки. Ну что, праздники, выходные, ребят. Нормально. Ну а так мы ходили пешком. Вот там жили в домике. Вот. Как-то решили тут между людей залезть. Здесь такая основная масса. Потом там основная масса и там основная масса. А здесь такой прогальчик. И сместимся туда. 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 Посмотрим. Вот. У нас есть плотва. Немного, 30 штук. И 100 карася пока. Если что, есть звоночек. Докупим, довезут. Съездим, то бишь возьмем. Ну, как-то так. Сейчас еще небольшие вещи, и ребят Серега привезет. Все, начинаем. Башка не работает, ребят. Понятно, с такой дороги сумасшедшей, это ужас. Ну ничего, сейчас на воздухе отойдем. Сперва поставим жерлицы, потом поставим лагерь, разобьем, тут все сделаем красиво. Вот. Пашка будет в своей палатке жить, а я с Олегом будем вдвоем. Я взял снегиря 4 талонг эвополы, так как мы думали, что вода будет, и с такими полами можно жить. А у Паши вообще гидродно, ему вообще там по барабану. Вот. Все. Потихоньку, ребят, начинаем. О, Карась хороший, бодрячок, бодрый, да. наклонить что-то. Ставь, короче, пока плотву, а потом уже карася 10 штук эти кину, мы тоже по 10. 2. Плотва нормальная, там крупная, да, тоже есть была, видел? Есть, знаешь, какие лошади. Ой, Он да. видел? О, да. Так, сколько я кинул? 2. Эй. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Юля, Ну, слушай, я на свою железь поставлю. селедка. 8, 9, 10. Так. Вот мы как раз 20 ставим, глядя. Какой? Ну, Не заперли. Нам как-то надо Пашу, смотри, вы там закали. Нам надо вот так ставить и вот это тоже снимать. Все, первая лунка. Первая лунка 20-26. Дадик нормально, да? Слушай. Так, ребят, ну что, мы погнали потихоньку. Поставим небольшую партию. Вот. Потом лагерь, ну а потом уже к вечеру доставимся. Так, чтобы монотонно, не скучно было, как говорится. Потихоньку, помаленьку. Народу море, конечно.
Ну, в принципе, ребят, процесс все понятен, ничего, как говорится, ничего тут новенького. Все те же самые жерлицы Mercedes от Мишани. У Протульца новый шнек, кстати, классная вещь, пластиковый. Ну, блин, нянчиться с ним надо, как бы, не знаю, круто. Ну, вот я вот езжу на мотобуксировщике и думаю, не для меня. Хотя еще заказал крепление на подшнек специально. Посмотрим. Вещь крутая, конечно, но ножи дорогущие. Вот. Леска 0.4. Двойнички. Ну, типа как французы. Щучья смерть. Вон, кстати, у Пашки можете заказать все это. Вот. Такие дела. Работаем. Ну все, ребята. Так, треугольники нарезали. Жик, 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 жик. И вот потом уже между этими треугольниками можно будет добавлять, переставлять и так далее. Вот. Ладно, обед. Надо заниматься лагерем, ставить хату, готовить обед. У Олега сработка. Ага, походу сработка. Выставился, и он сработка.
сторону, Олег, вот этими штуками. Ну, длинными к стенке. Да. Стоп, пока не отхуячишь. Я как смотрю, как катки поверни, ладно? Просто подержем, чтобы полностью подогрело было. Она пожестче. Да. Ну это максимально к стеночке, да, вот так. Четенько. Второй. Погнали. То есть видишь, уже другие пятки. Берег вот этот новый, а вот тот старый. Вот эти для его полов самый толстый. Текс. Текс. Что у нас тут все доехало, все живое? Отлично. Это сюда. Так, ребят, ну что, быстро-быстро поставили мы лагерь. Все, в принципе, так. Ну, еще грязновато, понятно, надо доводить до ума. А так, в целом, как бы, пойдет. Вот. Снегирь 4 талонг. Там мы будем с Олегом здесь жить все эти дни. Ну, и Паша, получается, у него кубозонт, лотос. Мы в позапрошлом году ночевали в этой палатке. Прикольная палатка. Очень понравились гидрополы. Вот именно когда стоишь долго времени, знаете, вот этот момент, когда начинает подтаивать под печкой. Хотя вот эти полы тоже держат. Но те вообще классно. Вообще гидрополы кинул, теплые, все забыл. Вот. Паша почистил до льда, я натоптал подушку. Ну, у меня, в принципе, есть опыт, и так намного дольше сохраняется. Дольше нету влаги, нежели когда чистишь. Там уже начинает сразу таять лед, а здесь снег немножко начинает впитывать его, и как бы он дольше держит, на мой взгляд. Я обычно мотособакой накатываю. Все, затопил печку, в палатке уже Ташкент. Паша там пока готовится. Вот. Сейчас, ну, тут что-то станцию, не станцию.
станция, не станция. О, кстати, на Новый год Юлина подарила мне пару подарков. Давно хотел себе такую штуку взять. О, блин. Уже где-то вода попала, намочился. В общем, вентилятор, ребята, для дровяной печки. Именно чтобы, когда большая площадь, чтобы был обдув. Вот так он выглядит. Есть паспорт. Есть паспорт. Вот. Работает, ребята, он от того, что от нагрева. В общем, площадь нагревается, и он начинает вращаться. Вот. Сейчас достанем, посмотрим все это дело. Так он выглядит. Они есть разные, то бишь его лопастя вроде там разные, и площадь разная. Хочу сейчас посмотреть, как это все выглядит. Ага, вот, можно его подвесить. Ну, то бишь не подвесить, а взять с печки его, да, правильно? Вот так это будет правильно. Ну, сейчас хочу все это дело я протестировать. Как раз печка уже нагрелась. Ну и потом у Паши покажу. Тут сейчас еще грязно, ребят. Что-то снег, еще не снег. В общем, чуть попозже. Завтра, в общем, рем-тур вам покажу. Сейчас пока голодные. Надо сготовить пообед. И пообедать. Такие дела. Коробка намокла. Ну-ка, ребят, а дай-ка посмотрим. Поверхность, конечно, неровная у меня уже. Печка это бывала. Одна из там самых первых. Пашихонка 25-я с встроенными экранами. У меня была 30-я раздвижными. Это с встроенными. Ну и чё? Ну, холодно, наверное. Просто еще. О, что-то шевельнулся. Заработал, ребята. Вот так вот. Прикольно. Ну это как раз вот именно когда палатка большая и в этом углу очень жарко, а в том холодно. Соответственно, вот такие вещи. Вот, блин, хорошо. Хорошо начал жарить. Ну и так чисто посмотреть. Понятно, у нас тепло. У нас тепло, как бы. Это для сильных морозов там, чтобы равномерно распределять тепло по палатке. Такие дела. А вот, ребята, у нас первая сработка. Недалеко от лагеря. Это хорошо. И крутится. И мотает, и крутит, ребята. Так, ну что, Олег у нас щучку взял в районе килограмма, такая желтенькая, красавица. И вот прям возле лагеря, буквально 5 минут назад. Мы еще там в палатках там ковыряемся. Паша вышел, говорит, о, работка. Ну, крутила. А посмотрим. Если рыба, то, конечно, будет круто. Озеро такое с характером. Я уже здесь 4-й раз, получается. И вот
сколько рыбачишь, на глазах поклевок никогда не было. Уходишь, приходишь, есть поклевки. Такие дела. Сейчас поглядим. А как ты видел, что купила? А я на большую смотрел. Ну не знаю, посмотрим, что. Подождем. Держит. Да, если судачок, то, блин, он может тут вообще стоять 20-30 минут. Что-то не хотит. Ну пробуй. Пробуем, что, да? А че нет? Наверное, да? Мелочь бросил. Ну, покрутил чуть-чуть. Смотри, какая рана. Ой-ой. Что, судак? Слушай, ну, Клык. ну похоже на судака. Похож, да? Что, умер, нет? Или постоит до вечера? Постоит. Нормально еще. Вечером сменить надо. Ну да, это у нас вторая получается. Ну да, вот. Покрутила. Блин. Холостая. Ну вот, 2 флажка уже получается было. Ну, Олег свой ряд выставлял, и у него крайний уже там доставлял, и у него первый там сработало. И сейчас вот у нас 2 подъема, 1 щука. Ну тут такой порез хороший, не похожий на щучий, знаете, вот этот. Если мелкая щука бы была, там такие крапинки бы были, а тут прям кусок мяса. Может, и судак бил. Ладно. Поклевки есть, это уже хорошо. Так, возвращаемся в палатку. Немножко, ребята, вроде как расположились. Ну, опять же, повторюсь неоднократно. Палатка классная, но не хватает каких-то органайзеров, крючков, вот что-то типа такого. Вот есть 2 сетки, вот, ну, маловато, я считаю. Вот курку повесить, что-то такое. Вот в комплекте шла, кстати, вот такая сумка. Я не знаю, она бесполезная что-то. И вот такая небольшая. Ну вот это еще что такое-то шло не шло, как говорится. Маленький столик у нас здесь. Зарядники будут. 2 раскладушки. Ну еще тут вещи распаковываем. Все, печка тепло дала сразу же. Дровяная печь, это, конечно, ни с чем не сравнить, ни с одним обогревом, я считаю. Не любой там автономкой быстро дает тепло махом. Так, сработок пока вроде больше нету, но здесь, скорее всего, больше и не увидим. Вечером, ночью судака надо ловить. Ну и ставить палатку. У нас взяли маленькую палатку еще под леща. Вот. Ну, братулес тут у нас будет один жить, кайфовать. Готовить, кстати, обед на скорую руку. Братское сердце. Что надо, блядь? Что там, как там у тебя? А, Все хорошо. ну, все тут отлично. Ну, короче, потом, ребята, будет время поспокойнее. Кому интересно, сделаю. Вот расположение у Паши. Да и палатка сама интересная. Ну и расположение, в общем, отличное. Так, раздеваемся
идем обедать. Жрать охота, страшно.